Жизнь современного человека уже не представляется без таких вещей, как планшет, телефон, компьютер. Дети, наблюдая за жизнью взрослых, с пеленок начинают интересоваться гаджетами. Отношение родителей к внедрению смартфонов в жизнь ребенка неоднозначное. Одни активно их используют, другие настойчиво пытаются оградить чада от современных веяний. Мне кажется, лучше книжку почитать, чем сидеть в телефоне. Лично я против, чтобы вот такие маленькие дети использовали гаджеты, потому что, мне кажется, рано или поздно они все равно будут использовать, но я пытаюсь максимально этот момент оттянуть. Для малышей раннее знакомство с гаджетами и чрезмерное времяпровождение в них идет вразрез с возрастными, конкретными и очень важными задачами. Изучать окружающий мир, возможности и способности своего тела, развивать крупную и мелкую моторику, что напрямую связано с развитием речи. Софья Федотова – логопед с 8-летним стажем. Говорит, что в последние годы стало много обращений 3-летних детей с задержкой речи. Как логопед я не рекомендую давать телефон до 3 лет. Когда идет активное становление речи, всех функций внимания, памяти, мышления, общая моторика, когда должна развиваться, и мы даем телефон, это все задерживается и отражается на речи. В свою очередь неврологи также не рекомендуют давать телефоны в первые 2 года жизни малыша. Ведь как раз в это время идет формирование мозга и нервной системы ребенка. Более того, смартфоны негативно влияют на сон. Самым таким неблагоприятным изображением является синий свет, который снижает выработку мелатонина. Поэтому желательно за 2 часа до сна не пользоваться гаджетами, чтобы не нарушался сон. Может сопровождаться какими-то такими устрашающими сновидениями, сноговорениями, сновхождениями, а это эквивалент эпилепсии. Не стоит также забывать про вред гаджетов для спины и в целом физического состояния ребенка. Дети, проводящие много времени за играми, мультиками, гораздо меньше двигаются. Тренер по стрельбе из лука Туяра Старостина отмечает, что современные школьники физически не развиты и не умеют выполнять простые упражнения. Дети у меня не такие в телефоне не сидели, а раньше подвижны. А сейчас дети пришли после пандемии, еще хуже стало. У них вес этот большой, они не умеют. Главное, не умеют бегать. Элементарные же это, не умеют бегать, на скакалках не прыгают, не умеют отжиматься. Поэтому тренера призывают отдавать детей в секции и прививать у них любовь к спорту и активному образу жизни. Ну и самое главное, важно помнить и придерживаться цифровой гигиены. Дошкольникам рекомендуется использовать смартфон не больше часа в день, а школьникам разрешается проводить время за телефоном только 1,5–3 часа. Светлана Амосова, Павел Пахомов, Якутск.